Еще один армяшка угрожает Казахстану. Страны бывшего СССР — наша территория, заявил российский академик. Российский ученый заявил по государственному телевидению, что страны, входившие в состав СССР, по-прежнему должны считаться территорией России. Отрывок из трансляции опубликовала в Твиттер журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. Генри Сардарян, декан Московского государственного института международных отношений, МГИМО, говорит, что бывшие территории Российской империи и Советского Союза являются российскими территориями, которые Москва должна контролировать в одностороннем порядке, написала Дэвис в подписи. В клипе Сардарян, профессор политологии, сказал, что ни одна другая нация не должна даже задавать Москве вопрос о том, что бывшие советские республики должны считаться территорией России. Советский Союз распался в 1991 году, и в его состав входили Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. С тех пор, как президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, ряд бывших советских республик дистанцировались от Москвы. Члены возглавляемого Москвой военного альянса Организации договора о коллективной безопасности, ДКБ, из бывших советских республик также в значительной степени остались близкими союзниками России. 6 членами ДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Говоря о бывших советских республиках, Сардарян сказал своим коллегам по российскому государственному телевидению: «Это наша земля, наша территория стратегических интересов. Все, что раньше входило в состав Российской империи, а затем в состав Советского Союза, является территорией стратегических интересов России», добавил академик. «Напомню, что наши цари пришли на эти земли несколько веков назад», сказал Сардарян. «Не для того, чтобы США, Великобритания и Турция могли совать туда свой нос, пытаясь нас спровоцировать или заставить играть по новым правилам, или создавая новые форматы взаимодействия с ними. Без каких-либо компромиссов мы не должны ни с кем соперничать в этих регионах. У нас не должно быть других игроков, с которыми мы могли бы иметь дело. Это наша территория». Сардарян также напал на страны, помогающие Украине в войне, которая идет уже 11-й месяц, добавив, что этот год будет для нас очень тяжелым. В течение этого года мы должны постоянно помнить о том, что конечной целью всех усилий наших противников является дестабилизация ситуации в Российской Федерации и провоцирование антиконституционного свержения власти. Сардарян добавил: «Другой конечной цели у них во всем этом нет».